Вместе с представителями профильных ведомств исполняющий обязанности премьер-министра Магомед Евлоев осматривает лифты в многоэтажках. Жалобы жильцов подтвердились, и подъемное оборудование действительно не работает. Тросы этого лифта со временем пришли в негодность, и эксплуатация опасна для пассажиров. Кроме того, в шахтах скопился бытовой мусор, который туда сбросили сами жильцы. 60 метров высота. Просмотреть надо. Посмотреть. Нет, они по 20 лет, но работали. Хорошо, а уж вы убедитесь, Запчастей нет, мы просто от того, что не было средств, оттуда переставляли сюда. Варианты нет. 7 лет так и работаем. В беседе с жильцами выяснилось, что несмотря на все поручения главы Ингушетии и правительства, на сегодня управляющая компания в этих домах еще не определена. Не заключены договоры обслуживания лифтового хозяйства со специализированной организацией. Магомед Евлоев отметил, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки. Отопление больше 50 миллионов выделить отопление котельной ери. Каждый день дом мелдоч хана туадик бухите шинтасы же халис. Тагны лаваз ян помудрый мужчина туадик мой туадик. Ну да худар шей лифт туадик управляющей компании. Это же халис. Также дано поручение Минимущества решить вопрос выдачи правоустанавливающих документов для собственников жилья. Вот поручение протокольное. Все дома, которые выданы, все квартиры, которые выданы в 2015 году, уже 5-летний срок для приватизации пришел. Так что давайте быстро решайте этот вопрос, чтобы приватизировали, чтобы собственники появились. Они определяют рабочую группу. 3-5 человек с этой рабочей группой работают. Будем работать. Все. Нам хотя бы 3 дня нужно рабочих. Ну вот 3 рабочих дня в понедельник они у вас будут. В понедельник примите. Никаких рабочих. В понедельник примите. Не надо мне эти сроки ставить космические. Все. В понедельник примите. Все, 5 человек. Совместно, вот с Урусхан Хасановичем садитесь вместе. Все эти вопросы у вас 2 месяца. Больше сроков нет. Каждому. Магомед Евлоев дал поручение Государственному правовому управлению администрации главы и правительства республики Минстрою вместе с жилинспекцией выявить и проанализировать все нарушения, которые были допущены при строительстве 2 многоэтажек. Направить все материалы в правоохранительные и контрольно-надзорные органы для дальнейших разбирательств с компаниями. Пройтись по обоим домам. И поэтому, и потому. Все эти нарушения зафиксируйте. В соответствующем акте напишите, могли ли быть эти нарушения за этот короткий период времени. Какие это нарушения, с чем они вызваны. Плитку, может она там через 5-8 лет отклеится. Вот это все распишите, вам 2-недельный срок полностью ревизии обоих домов. Провести здесь, справочно доложите. Во время встречи жильцы высоток также пожаловались на качество оказания услуг перевозки пассажиров в общественном транспорте. По поручению исполняющего обязанности главы регионального Кабмина для удобства жителей высоток будет согласован новый маршрут. Муслим Ганиев, Рахман Цуров, Новости 24.